Добро пожаловать в Казань, столицу Республики Татарстан, третью столицу России. История Казани насчитывает более 1000 лет, и я, Руслан Скорпов, познакомлю вас с достопримечательностями города. Возможно, эти истории вас вдохновят, и в скором времени вы посетите наш великолепный город, тем более, что здесь за последнее время невероятно все изменилось. Сегодня мы посетим единственный в мире музей Чакчака, который находится по адресу Парижской коммуны, дом 18А. Музей расположился в доме купца начала 19 века. Дом был реконструирован в наши дни. И здесь сегодня располагается музей Чакчака. Здесь даже двор выглядит подобающим образом. Между прочим, музей имеет высокую оценку на TripAdvisor. Любопытно, что же будет ждать нас внутри? Сейчас узнаем. Здравствуйте. А мы к вам в гости. Расскажите, пожалуйста, как у вас все происходит? У нас на экскурсии вы знакомитесь с обычаями, традициями татар, узнаете, как готовится чак-чак. Сейчас у нас программа о татарском костюме и украшениях. С ними познакомим, а в конце будем пить чай с 3 сладостями. Я всегда люблю сладости, поэтому мы обязательно пойдем на экскурсию. Но экскурсия у нас будет простая, поэтому я предлагаю все просто увидеть своими глазами. Пойдем. Ух, какая крутая лестница. Кстати, подобные лестницы были весьма характерны в домах 19 века. Ну что ж, мы уже наверху. Здравствуйте. Здравствуйте. Раздевайтесь, разувайтесь. Все как дома у нас. Спасибо. Ну, давайте с вами знакомиться. Меня Давайте. зовут Марьям. Вас внизу встречала наша помощница Эльмира. А вы у нас откуда? И как вас зовут? Меня зовут Руслан, и вы знаете, мы просто проходили мимо, увидели потрясающее название музея Чакчака и не могли пройти дальше, потому что уверены, что здесь вкусно. Но здесь не только вкусно, а здесь еще и интересно, потому что мы рассказываем не просто о Чакчаке, а мы рассказываем о традициях татар, которые жили здесь когда-то в 18-19 веках. Насколько я знаю, данный дом принадлежал семейству купцов. Да, здесь жил купец второй гильдии Вафа Бегаев, он был торговец, купец, а сам дом был построен в начале 19 века. Мы обязательно нашим гостям рассказываем и очень подробно, как делали чак-чак и как делают его, и как можно даже сегодня любому гостю нашему сделать. В домашних условиях? Да, в домашних условиях. Традиционно столицей чак-чака стала Казань. Поэтому вы у нас везде увидите чак-чак. Так что идея и возникла, а как же назвать еще музей? Конечно, музей Чакчака. Предлагаю осмотреться. Ну, а после мы, возможно, снова затронем тему главного блюда. У вас здесь очень много различных элементов быта, в том числе и одежды. Можно ли попробовать примерить ее? Да, камзол? попробуйте. Я думаю, что вам подойдет именно вот этот красивый камзол с тюбетейкой, Знаете, так как и ходили в Казани. Всегда мечтал себя попробовать в роли купца. Прошу вас. Передняя часть тюбетеечек. Как я смотрюсь? Настоящий татарин 19 века. Красота. В таком наряде можно и чак-чак отведать. Традиционно наливают чай из самовара, а у нас с вами 3 угощения. Это чак-чак, баурсак и какташ.
А вы всех гостей так угощаете? Обязательно. Ребята, не сидите дома, скорее отправляйтесь в музей Чак-Чака. Здесь и чаем угостят, и вкусностями.